Прошу всех встать. Прошу садиться. Доброе утро, уважаемые участники судебного заседания. Судебное заседание объявляется открытым. На сегодняшнем судебном заседании рассматривается дело о проверке конституционности подпунктов Б, В, Г пункта 1 статьи 11 Земельного кодекса в связи с запросом судьи Тагаева. Дело будет рассмотрено в полном действующем составе Конституционной палаты под председательством Мамырова при секретаре Джалупаевой. Дело будет рассмотрено без участия судьи, так как в соответствии со статьей 32 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, судья, направивший запрос, не признается стороной в конституционном судопроизводстве. И дело будет рассмотрено на официальном языке в связи с ходатайством представителя Джаорку Кенеша о рассмотрении дела на официальном языке. Сальма Альбана, доложите суду о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствует со стороны ответчика представитель Джогорку Кенеша Кыргызской Республики Матисаков Анарбек Джалалович. Иные лица: представители правительства Кыргызской Республики Эсеналиев Максатбек Кульчурович и Токтосунов Джахшылык Турдалиевич. Представитель Национального банка Кыргызской Республики Мукубатова Назгуль Рызбековна. Других вызванных участников судебного заседания не было. Спасибо. Анарбек Джалалович, пожалуйста, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе, фамилия, имя, отчество, кем уполномочено, где работаете и какую должность занимаете. Уважаемый председатель, уважаемые судьи, я Кенеша, занимаю должность заместителя отдела комитета по аграрной политике Джогорку Кенеша. Фамилия моя Матисаков Анарбек Джалалович. Уполномоченный представлять Джогорку Кенеша на основании доверенности, да? Да, уполномоченный представлять Джогорку Кенеша на основании доверенности. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, есть вопросы по документам? Нет? Присаживайтесь. В качестве иных лиц у нас приглашены по данному делу представители правительства и Национального банка. Поэтому для проверки полномочий приглашается к трибуне Есеналиев Максат Гульчарович. Пожалуйста, информацию о себе представьте. Микрофон включите. Микрофон включите. Доброе утро, уважаемый председатель, уважаемые судьи. Я Есеналиев Максатбек Кульчурович, являюсь заместителем министра юстиции Кыргызской Республики, представляю интересы правительства в качестве иного лица, в соответствии с доверенностью, выданной Центром представительства в судах правительства Кыргызской Республики. Проживаю в городе Бишкек. Коллеги, есть вопросы? Пожалуйста. Вот эта доверенность выдана на период рассмотрения этого дела, да? Да. То здесь сроки не указаны, и это не оговорено. Только для участия в этом деле, да? Да. Больше нет, да? Присаживайтесь. Следующий представитель правительства Токтосунов Джахшылык Турдалиевич. Пожалуйста, информацию о себе представьте суду. Уважаемые судьи, я являюсь сотрудником Государственной регистрационной службы, заведующий отделом регистрации и развития рынка недвижимости. Представляю интересы правительства по доверенности. Доверенность оформлена кем? Центром судебного представительства. Коллеги, есть вопросы по документам? Нет? Присаживайтесь. И у нас еще есть представитель Национального банка Мукубатова Назгуль Рызбековна. Пожалуйста, к трибуне. Микрофон центрально не выключайте, пожалуйста.
Уважаемый суд, добрый день. Меня зовут Мулкубатова Назгур Испековна. Я начальник отдела правового сопровождения юридического управления Национального банка. Проживаю в городе Бишкек. Доверенность была подписана председателем Национального банка для участия именно в данном конкретном деле. Спасибо. Коллеги, есть вопросы представителя Национального банка? Не уходите, встаньте. Нет вопросов? Спасибо, присаживайтесь. Анарбек Джалалович, встаньте, пожалуйста, вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии с Конституционным законом о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики в ходе судебного заседания вы имеете право представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленному ходатайству. Сторона ответчика вправе признать предмет требования полностью или частично, либо возражать против них. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционной палате и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 36 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Вам ясны ваши права и обязанности? Микрофон включите. Да, я понял, Ваша честь. Заявление ходатайства имеется? По ходу будут. По ходу судебного процесса. Хорошо, присаживайтесь.